والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Это Абу Хурейра, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ма накасат садакатун мин мал, ва ма зада Аллаху абдан би'афвин илля изза, ва ма тавада ахадун лилля, илля рафаху Аллаху та'аля». Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: садака не уменьшает имущество, и кто бы не простил, то Аллах Субхану ва Тааля обязательно возвышает, дает человеку через это величие, добавляет Аллах человеку через это величие, через прощение. И кто бы не проявил скромность ради Аллаха, Аллах возвышает его. Хадис, который привел имам Муслим. Так сказано: «Ма накасат садака мин маль». Садака не уменьшает имущество. Вот это «ма» называется как частица «ма», «манафи», отрицание. Хорошо? Не уменьшает, сказано из имущества садака. Кто-то скажет: ну как же не уменьшает садака? Если у тебя было, например, $100, ты $10 отдал, в качестве садака будет 90. 90 меньше, чем 100. Так или не так? Да, правильно так. Но пророк, алейхиссалату вассалям, говорит здесь не об этом. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: не уменьшает садака имущество, то есть не в физическом смысле, а в смысле благости этого имущества, пользы, благодати, которую человек получит через это имущество. То есть, да, внешне это имущество уменьшилось, вместо 100 стало 90. Хорошо? Но на самом деле, ведь количество денег не является самоцелью. Хорошо? Деньги лишь средство для получения человеком какой-то пользы. И поэтому важно не то, сколько будет их, а то, какую пользу тебе они принесут. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля может тебе в этих 90 дать барака. Хорошо, большую пользу ты получишь посредством этих $90. А наоборот, если ты пожалеешь и не дашь, и у тебя останется 100, казалось бы, по числу много, но Аллах может сделать так, что постигнет тебя болезнь. И твои деньги уйдут все на лекарства и на докторов. Или постигнет болезнь или какие-то страдания кого-то из членов твоей семьи. Хорошо. Или повредится твое имущество, или сломается автомобиль и так далее. То есть не будет барака здесь, в этих твоих деньгах. Кроме того, сказано, не уменьшается имущество от садака. Это также указано, что может быть человек, если тратит на пути Аллаха Субхану ва Тааля, дает садака, Аллах открывает ему больше, что двери для ризка, для пропитания. Увеличивается его достаток. Так что в итоге его имущество даже в физическом плане, оно что? Увеличивается в количестве своем. Дальше сказано: посредством прощения Аллах добавляет человеку только величие. Хорошо? То есть, если кто-то поступил в отношении тебя плохо, если ты простил этого человека ради Аллаха Субхану ва Тааля, надеюсь, что будет польза, этот человек, он, увидев это прощение, тоже исправится, то не думай, что это унизит тебя. Напротив, хадис утверждает, что это только придаст тебе величия. То есть человек как думает: если я сейчас прощу, это что будет означать? Это будет означать унижение, что я унизился перед тем, пошел у него на поводу, я повел себя с ним как, и начинаются разные слова, современные термины. Он подумает, что я такой-то, он подумает, что я не способен защитить себя и так далее. Так человек думает, хорошо? Как у нас кто-то говорит: братья, подумают, что я терпила. Да, не знаю, что ты терпила. Аллаху Акбар. Наоборот, если ты простишь, это только возвысит тебя. Это только придаст тебе величие. Третье сказано: если кто-то проявит скромность ради Аллаха Субхану ва Тааля, то это ему, только Аллах Субхану ва Тааля возвысит его через это. Смотрите, вот эти слова. Тот, кто проявит скромность лилля, для Аллаха или ради Аллаха, Аллах его непременно возвысит. Эти слова можно понять двояко. Как? Кто проявит скромность, смирение для Аллаха, то есть перед Аллахом. Это значит, он будет делать то, что приказывает Аллах Субхану ва Тааля. Аллах приказывает молиться, человек молится, совершает намаз. Приказывает поститься, человек держит пост, держит соум, дает закат и так далее. Это он проявляет что? Свое смирение перед Аллахом и скромность перед Аллахом Субхану ва Тааля.
Можно понять по-другому этот хадис. Кто проявит скромность, смирение перед рабами Аллаха, лилля, ради Аллаха. Хорошо? Искренне ради Аллаха Субхану Тааля проявит скромность перед рабами Аллаха Субхану Тааля. Какое из этих значений правильное? Мы с вами должны сказать одно правило. Если какой-то аят или какой-то хадис допускает два правильных значения, хорошо? То есть и то, и другое значение, оба они допустимы, значит мы должны принимать оба значения. Это значит, что если человек смиренно покоряется Аллаху Субхану Тааля, Аллах непременно его возвышает. Так, это правило, которое мы должны запомнить. Если будешь смиренно подчиняться приказам Аллаха, Аллах тебя будет возвышать все время. Наоборот, будешь проявлять высокомерие, все ниже и ниже будешь падать. Так оно и есть. Аллах Субхану Тааля грозит тем, которые ослушиваются Его высокомерно. Аллах Субхану Тааля говорит про ад, фаби'са масвал мутакаббирин, как скверно пристанище высокомерных. Те, которые высокомерно не слушают, отвергают приказы Аллаха Субхану Тааля. Да, сколько людей таких, которые слышат волю Аллаха, сказал Аллах в Коране, сказал пророк в Сунне и отвергают это высокомерно. «Вакали раббукум уд'уни астаджиб лакум». Сказал Господь ваш, поклоняйтесь мне, взывайте ко мне, я отвечу вам. «Инна лядина стакбируна ан ибадати, сайдхулуна джаханнама дахирин». Поясни, те, которые возвышаются, возвеличиваются над поклонением мне, войдут в гиену униженными. А второй смысл, если человек бывает скромен в отношении рабов Аллаха Субхану Тааля, тогда лилля, лям здесь будет то, что называется лита'лиль. То есть, почему он проявляет скромность перед людьми? Ради того, чтобы эти люди дали ему денег или назначили его на какую-то должность. Ради чего? Ради Аллаха Субхану Тааля ты проявляешь скромность перед людьми, перед рабами Аллаха Субхану Тааля. Видишь бедного человека, говоришь ему благое слово. Видишь маленьких, которые младше тебя, молодых, ты первый приветствуешь их. То есть это проявление скромности. Опускаешь свое крыло смирения перед верующими рабами, но ради Аллаха Субхану Тааля. Что будет из-за этого? Будет, Аллах возвысит тебя. Шайтан внушает обратно. Шайтан говорит, ну как ты сейчас будешь этих маленьких приветствовать? Этих молодых приветствовать? Они должны тебя первым приветствовать. Что это такое? Хорошо? Если я сейчас их первым поприветствую, это будет унижение мне. Да? Или что я сейчас буду с этими нищими разговаривать? С этими нищими, с этими бомжами, с этими, как я буду разговаривать? Это меня понизит совершенно. Наоборот, повысит тебя это. Сказано, того возвысит Аллах. Какие выводы из этого хадиса? Хадис нас побуждает к садака. Хадис побуждает садака, и сказано, не уменьшает садака в имуществе. Мы с вами сказали, да, в физическом плане уменьшает садака имущество. Было 100, стало 90. Но за то, что барака от этого не уменьшается, а наоборот, барака от этого растет. Другое, что садака – это одна из причин, милостыня причин для защиты твоего имущества. То есть ты хочешь сохранить свое имущество. Один из способов сохранить имущество от какого-то убытка, или от того, что оно сгорит, или от того, что его украдут, это что? Садака. Давай садака. Хочешь, чтобы барака увеличилась, давай садака. То есть будет защищено твое имущество. Хорошо? А если ты не будешь давать садака, Аллах Субхану Тааля нашлет на это имущество что-то, что его уничтожит. Болезнь ли это будет, воровство ли это будет, грабеж ли это будет, банкротство ли это будет, или еще что-то. Другой из этого хадиса, смотрите, хадис, братья, нас побуждает к чему? Чтобы не опираться на материальные вещи. Не опирайся на них, потому что есть нечто, что лежит за этими материальными вещами. Тебе это не видно, но это так. Что лежит за этими материальными вещами? Предопределение Аллаха Субхану Тааля. То есть ты опираешься сейчас на материальную вещь. 100. Пусть у меня будет 100, чем 90. Зачем я дам эти $10? Но ты не опирайся на это материальное, потому что за этим лежит воля Аллаха Субхану Тааля. Аллах по своей воле, Он, который даст благодать в этих вот 90. Или человек... Посмотрите, то, что распространено сегодня. Не хотят люди рожать детей. Субханаллах, от верующих, от мусульман слышишь такие вещи. Как я в таком состоянии, сейчас жилья у меня нет, того нет у меня, зарплата низкая, еще что, как я буду сейчас детей рожать? Аллаху Акбар. Это вещи материальные, ты не смотри на них, смотри то, что лежит за этим. За этим лежит предопределение Аллаха Субхану Тааля и воля Аллаха Субхану Тааля. Сколько людей, которые говорят, ну у меня сейчас 3 детей, каждому по одной лепешке, 3 лепешки надо в день.
А если будет 4, мне надо будет 4 лепешки уже. Где я найду 4-ю? Поэтому не рожать детей. Аллаху Акбар. Аллах Субхану Тааля, Он, который говорит: «Вама мин даббатин илля аля Аллахи ризкуа». Ни одной нет живой твари, которая не обеспечивалась бы пропитанием Аллахом. И говорит, смотрите, пророк алейхиссалату вассалам, такие слова, которые нужно запомнить для себя. Все время вспоминать этот принцип. «Иннама турзакуна ва тунсаруна би дуафаикум». Ризк вам, пропитание и помощь даются из-за ваших слабых. То есть это слабый ребенок, создание родилось, из-за него еще Аллах и тебе дал. Не нужно бояться поэтому этих вещей. То есть за вот этими видимыми для тебя материальными причинами лежит то, что управляет всеми этими материальными причинами. Другой вывод из этого хадиса – побуждение к прощению. В каких словах? Аллах увеличивает человеку через прощение только что? Только величие. Дает только величие. Побуждается к прощению. Ну, конечно, братья, здесь одна оговорка очень важная. Прощение, оно должно быть уместным. То есть, если ты видишь, что твое прощение, оно принесет только вред для этого самого человека, то есть прибавит только ему дерзости, прибавит ему наглости, притеснения, прибавит ему окружающих, то тогда, конечно, что неуместно будет в данном случае прощение. В этом случае уместнее будет что? Взыскать с этого человека. Почему? Не потому, что ты жаждешь мести, а почему? Потому что так лучше, так полезнее в данном случае. И здесь тоже, смотрите, человек не должен... Вывод из этой второй части, что Аллах через прощение увеличивает только человеку, что его величие. Опять указание на что нельзя опираться сердцем на материальное. То есть тебе кажется физически, что ты простишь, это будет унижение тебе. А наоборот, Аллах Субхану ва Тааля тебя через это возвеличивает. Если ты прощаешь своего брата, хорошо, это значит, что Аллах Субхану ва Тааля будет прощать тебя. А если Аллах будет прощать тебя, значит, этот будет возвышать твой уровень, хорошо, прибавить тебе величие. Другой вот из этого хадиса – это побуждение к скромности. Мы сказали, что значит здесь скромность в этом хадисе. Первое – это что? Скромно подчиняться, покоряться Аллаху Субхану ва Тааля. Второе – быть скромным перед рабами Аллаха Субхану ва Тааля. Посмотрите, хадис указывает нам на важность ихляса, искренности. В каких словах это? «Ман тавадаа лилля». Кто проявляет скромность ради Аллаха. То есть цена твоим деяниям и награда будет, если ты будешь делать это ради Аллаха Субхану ва Тааля. Другой из этого хадиса, чем более покорен будет человек Аллаху Субхану ва Тааля, подчиняться его приказам, тем выше будет его уровень. Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом в Коране. Аллах повышает тех из вас, которые уверовали, и тем, кому дано знание на степени. Все принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля, Он, который возвышает, кого пожелает, и унижает, кого пожелает. И кого возвысит Аллах, того никто не может унизить. Кого унизит Аллах, того никто не сможет возвысить. И истинно так. И просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы Он сделал нас из рабов смиренных, угодных Ему, подчиняющихся Его приказам и Его запретам. Ва саллаллаху салям аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббил алямин. Ва джазакум Аллаху хайр.